Ребята, очередная торговая сессия от меня для вас будет. Сегодня мы поторговались с подписчиками в телеграм-канале. Получается, это и наша сделка за сегодня. И итог сегодняшний день 624 долларов мы зарабатывали. Сигналы мои в телеграм-канале, в открытом канале проходят. Там я запускаю прямые трансляции и вместе с подписчиками зарабатываем денег. Сейчас я хочу дойти до 1000 долларов. Сегодня закрыть свой торговый план. Там осталось меньше 300 чем-то долларов. И да, почему заходил в сделки и так далее, я вам объясняю. И да, многие задают вопросом, в чем суть твоего стратегия. Моя стратегия, пацаны, на любой направлении рынка заработать деньги. Если восходящий канал тренда будет, мы по тренду забираем свои плюсы. Если нисходящий, также по тренду забираем свои плюсы. Если боковик, также забираем плюса на боковике. Так что от уровня до уровня, от уровня, точнее, до уровня, да, зарабатываем. Точка поддержки и сопротивления ищем и идеальная точка входа своего. Так что мое видео, то, что в YouTube канале я вкладываю, абсолютно без никакого монтажа, минусы, плюсы, все показываю. Мое истинная цель показать вам, что эта работа не только там записывает про плюсы свои, вкладывает, и люди с ума сходят, да. Почему одни получают плюсы, а у других, к примеру, два сделка заходит в плюс, а третий неудачный. Тут не про легкие деньги. А я не хочу вот так обманывать людей, что записывать одни очередные плюсы и потом в деле окажется другим. Вы можете посмотреть мои результаты и в моем телеграм-канале, и также и как я зарабатываю, и подписчики мои как зарабатывают. Так что меньше болтовни и пойдем уже заходим, найдем валютные пары и заходим в сделку. Тут, как мы видим, область у нас есть, локальная область сопротивления, и тут точка зоны поддержки. Тут уже накопление, боковик. Правильно, 5 минут тайфрейм я захожу, посмотрю, что было до этого. Как мы видим, тут задержка цены и так есть, поэтому 1 минута на понижение. В случае чего мы просто прикроемся на перекрытие, если цена докатится до вот этого уровня. Тут уже я 2 минуты выбираю, опять на понижение зайду, потому что ложный пробой много будет на валютных парах, особенно OTC. Поэтому ждем результат нашего сделки. Тут получается я на 77 долларов заходил, а тут на 154 долларов. Если эта сделка моя заходит в убыток, да, как бы, а эта сделка должна зайти в плюс. Ничего страшного. Тут главное понимать суть, как этот работает. Как мы видим, тут была задержка, это 5 минут, 10 минут, 15, 20, 25 минут, да. Перед последним свеча, как мы видим, откатился вниз и дала тень. Эта свеча может повторить историю этой свечи и закрыться в как бы тенью, да. Но тут в дальнейшем шаг у нас есть область еще, которую мы можем обновить эту область, да. Если цена докатится до этого уровня, да, у меня и так времени не хватит. Почему? Потому что у нас было время на 2 минуты зайти в сделку, да, мы 2 минуты выбрали, а не 3-4 минуты. Если 3-4 выбрали, цена может быть откатнулась. Ничего страшного, неудача есть неудача, я показываю все, что движется в этой направлении цены, да. Может, ошибки свои тоже посмотрю, почему заходил раньше, чем ожидалось бы, да. Я отталкивался от этой свечи, поэтому заходил на понижение. Посмотрим результат. Тут уже пробоя 33 секунд мой не хватает, поэтому у меня будет третий догон. Поэтому валютную пару как бы можно тут заходить в сделку, уже опасно. Почему? Потому что уже наш цель следующий, вот эту зону может ли обновить. Так может отсюда разворачиваться, и мы тут тоже потеряем свои деньги. Лучше я найду другую валютную пару, где уже могу забрать свой плюс. Тут 1 минута я выбираю и на повышение цены зайду. Получается вот так, да? Получается, не, я ошибся тут. Получается, я должен был зайти на 308 долларов, а я зашел на 600 чем-то долларов тут. Теперь суд, правильно? Суд в чем заключается? Тут мы обновили данный коридор. Теперь должна цена обновиться вот до суда. Как мы видим, тут уже пробоя, может уже цена дойти до данной области, поэтому ждем результата нашего сделки и будем смотреть, что происходит. На 5-минутном таймфрейме, как мы видим, тут была, получается,
пробой верхний, потом тут накопление, опять нижний пробой, тут тоже накопление, опять возвращаемся к данной области. Каждый раз мы возвращались в данную область. А как мы видим, тут пробитие было, обратно разворот к данному коридору. Сейчас ждем результат нашего этого сделка. Получается, мы отсюда взяли свой плюс. В дальнейшем наш шаг. Еще 1 минута на повышение я захожу. И посмотрим, подытожим наш торговый план, наверное. Потому что наш сел было заработать, получается, 300 чем-то, да, долларов. А мы зашли сразу в догон на 308 долларов. Получается, я на 2 сделки уже заработал больше, чем планировал. И эта сделка наша сейчас заходит в плюс. Еще будет больше, да, сейчас тут 393 показывает из-за того, что не обновился, да, данные 2 сделки неуспешные обновились, а вот эти не обновились. Ждем результат, что будет, потом в дальнейшем наш шаг строим. Тут 13 секунд остался до завершения нашего сделки. И дальнейший шаг посмотрим. И да, вы можете зайти в моем телеграм-канале, там получать офигенные сигналы, и можете посмотреть, как я зарабатываю в телеграм-канале вместе с подписчиками. Вторая наша сделка, это получается, зашла в плюс. Первая неудачная, вторая неудачная, третья мы прикрыли, а четвертая зашла в плюс, да. Но тут не обновился, ничего страшного. Давайте еще 1-2 сделок сделаем. И потом на этом закончим торговую сессию. Как мы видим, цена докатился до данной области. Правильно? Обновил. Но все равно тут чуть опасно. Поэтому лучше ждать точка входа. Еще раз, если вот сюда откатнется цена. И мы отсюда уже возьмем на понижение. Оттуда тоже можно зайти. Но это уже ошибка. Почему? Потому что если ты сигнал пропустил, лучше подожди либо отката к уровню, который разворот был, и потом зайти на сделку. Почему? Потому что может быть разворот отсюда и пробой линии. В этом времени ты уже потеряешь свои деньги. И да, строго работайте по риск money management и money management, и чтобы у вас был time money management и торговый план. Без плана сюда заходить абсолютно не стоит, пацаны. Так что мы ждем 25 секунд. Самое обидное то, что если в последнюю секунду цена вот эта свеча будет обновить данную линию, вот это уже чуть не посерьезнее будет. Поэтому надо было ждать, а не заходить сразу. Ошибки, на ошибки учимся. И теперь можно зайти на понижение, догоном, все. Теперь подождем. Если пробоя будет, значит что? Валютную пару придется менять, и все. Почему? Потому что у нас есть еще один уровень, где цена может докатиться до этого уровня. Мы торгуемся от уровня до уровня. Тут была зона сопротивления, как мы видим, тут откат было, да? И повторение тоже может быть тут. И откатиться назад, потом пробой. И так может пробить сразу. Ничего страшного. Теперь наша цель просто ждать 16 секунд и посмотрим, что будет происходить. Мы снимали данную область, получается, да? И ждем. Гэп верхний. На этом и мы потеряли, получается, наша сделка не зашел в плюс. Еще один третий догон мой будет на понижение. И все, валютную пару я меняю. Точно. 3 неудачных попытки в одной валютной пару быстро надо менять. Если не по твоей сценарии работает рынок. И да, тут ключевую роль играет время таймфрейма. Как вы видите, я на 1 и 2 минуты торгуюсь. Из-за этого можно на большой таймфрейм торговаться. Просто я не хочу, чтобы видео долго записывался. Из-за этого, да? Быстро заходил, сделал сделки и все. Главное для вас показать, да? Как делаю сделки и может
где я ошибся, я сам могу увидеть. По идее, нигде ошибки нет, просто времени не хватает, все. Откат в любое время произойдет. Тут получается у нас 8 секунд остался. 6, 5, 4, 3. Последняя секунда. Опять цена доходил. О, я не ожидал такого, но забрали свой плюс. Теперь изначальный депозит. Данной валютной пару я уже меняю, потому что уже сделка. Это третья наша сделка была в данной валютной паре. И да, еще один плюсовой сделок найдем. Тут, как мы видим, боковик. Тут можно, по идее, торгануться. И мы видим, тут объема есть. А тут что у нас откат, да? На 10 минут, на 15 минут. Мы, короче, катимся, пацаны, вниз, вниз, вниз. Как видим, резкое падение. Тут главный факт в том, что найти точку входа. Цена чуть, если откатнется в данной области, потом зайти на понижение, отлично будет. Чуть подождем. Отката будет или не будет. Как мы видим, отката нет, поэтому лучше менять валютную пару. Тут то же самое. Тут мы сделки сделали или нет? Да. Сделать еще найти бы одну сделку. Тут можно на понижение зайти, но данная линия для новичков, особенно если новички меня смотрят, вот от данных зонах никогда в сделку не заходите. Никогда. Вот от данных позиций не стоит зайти на сделку. Либо область поддержки или область сопротивления. Вот от данной зоны заходите, лучше будет для вас и уверенно будет. А данная зона не советую никому. Ждем 17 секунд. И как мы видим, тут показывает нам то, что мы $1000 зарабатывали, но мы больше $1000 уже зарабатывали. Зашла плюс. Мы можем ждать вот данной область. Давайте подождем чуть-чуть. Если цена докатится до этого уровня, уже на повышение можно зайти. Подождем. Резкое движение. Я зайду еще раз на понижение. Если что, перекроюсь вот тут. Вот тут перекроюсь. А вот столько пунктов, которые мы будем пропускать. Поэтому важно понимать, что новички никогда не пропускайте. Понятное дело, тут была обновила данную коридор, да, но цена, как мы видим, вот наша точка сопротивления локальная вот тут была. Поэтому и так цена тоже может подняться до этого уровня, потом разворачиваться. Либо пробой нижний, либо верхний будет, потому что боковик долго не будет держаться. Как мы видим, тут данная область была задержка, потом пробой нижний, тут не была задержка, пробой верхний, тут была чуть задержка, пробой нижний. Теперь мы повторяем историю. Это наша сделка зашла опять в плюс, тут была пробой и обратный откат в данный коридор. Поэтому тут получается не обновился, но я вам вот так показываю, и вы сами увидите, сколько мы могли тут зарабатывать. Это и наши две сделки были на второй торговой сессии с подписчиками, и вот остальное, где я записывал с вами. Вот это можешь посчитать, сколько мне удалось зарабатывать. Всем приятного просмотра, от вас лайк и комментарии, напишите свое мнение. И да, ссылка телеграм-каналов свой я оставлю под этим видео. Всем удачи!